Как так водитель далее. защищен? А водитель, получается, здесь не защищен. У меня вопрос только один. А что же будет защищать водителя самого? Почему? Как так получилось, то, что приняв столько страховок, столько поправок в закон о страховании, забыли про водителей? Ведь водитель же тоже человек. Что будет с его семьей? Что будет с его лечением? Запрет на работу не затронул граждан Кыргызстана. И вместо того, чтобы обсуждать, будут повышения цены или не будет, лучше бы обсудили и поняли бы, как защитить все-таки водителя, и то, чтобы приняли поправки к закону. Сейчас часто мы видим нападения на водителей пассажирами. Безопасность больше коснется пассажиров. Вот, я же говорю, то, что это более политическая направленность. Местные губернаторы, которым необходимо определенные там. Давайте, наверное, начнем с вопроса о запрете некоторых регионов работать в такси трудовых мигрантов. Какие здесь есть нюансы? Насколько этот запрет отражается на отрасли? Я не знаю, там отток водителей, повышение цен. Какие здесь есть нюансы в этом запрете? Смотрите, данный запрет, он не только сейчас появился, это практика уже не первого года регионов, да, порядка 83 или 86 регионов данную практику имеют уже давно. С одной стороны, есть мнение о том, что данный запрет он повлечет за собой повышение цен, отток водителей. Есть мнение о том, что водители уйдут в тень, часть водителей, да, будут брать заказ от борта. На самом деле, лично мое мнение, особое влияние, скажем так, на цены автомобилей, да, не должно никак повлиять. Почему? Потому что данный запрет, он и раньше был. И данный запрет затронул именно тех мигрантов, которые и так не имели возможности работать в такси. Почему? Ну, потому что в такси у нас имеет право работать только несколько стран, да, одной из которых является Кыргызстан, да, допустим. Кыргызстан берем в пример, почему? Потому что по статистике, если Москву, Московские области мы берем, это порядка 117-120 тысяч таксистов, активно включающихся в сутки. Из них 87-84 тысячи кыргызов. Граждане, имеющие кыргызские права и кыргызский паспорт. Вот. Запрет на работу не затронул граждан Кыргызстана. Отсюда вопрос, да, но для чего тогда он вообще принимался, да? Это больше такая политическая направленность данных мер, скажем так. А кого затронул и какой это процент водителей, который теперь не может перевозить пассажиров? Ну, учитывая то, что на данный момент все таксисты, работающие на территории России, обязаны зарегистрироваться в системе КИСАРТа, зарегистрироваться как самозанятые. Уже и так почти все таксисты легализовались. Те, которые должны работать на самом деле в данной профессии, которые не имеют определенных судимостей, да, которые не имеют запретов на въезд на территорию Российской Федерации и так далее, и так далее. Вот. Есть, конечно, немалая доля водителей, которые работают в регионах на своих автомобилях, которые, возможно, действительно уйдут уже, скажем так, на заказ от борта, да. И это не очень хорошо, но мое мнение, что данные законы никак сильно не повлияют на саму работу таксомоторной деятельности на территории Российской Федерации. Да, вот вы можете ответить в целом, да, вот эти водители, которые не имеют права работать в такси, огромный ли это процент и его почти нету. Сам закон, который заставил зарегистрироваться в системе КИСАРТа и законодательство Российской Федерации, которое дает право работать на территории России с иностранными правами, он уже вытеснил давно уже тех водителей других стран, там, граждан, допустим, Узбекистана, да, они не имеют права работать на территории России со своими правами. Они и так не имели. Поэтому я считаю, что этот закон никак вообще особо не затронет саму таксомоторную деятельность, ни в каком-либо его проценте. Потому что эти водители уже закон до этого заблаговременно, минимум уже несколько лет, они уже не работают. Зачем нужен тогда дополнительный закон регионов? Вот, я же говорю, что это более политическая направленность. Местные губернаторы, которым необходимо определенное там привлечение к себе внимания со стороны своих людей, которые за них голосуют и так далее. Я считаю, что это чисто политическое направление. Поняла. Хорошо, вы сказали, что уже давно те, кто не могут работать в такси, они не могут работать, чтобы, я так понимаю, 99% работающих в такси это самозанятые, да? Да. Трудовые мигранты, у них получается сложнее оформить вот эти документы, чтобы устроиться самозанятым. Можете прям перечислить, в чем Конечно, заключается, да? система самозанятости, она
подразумевает под собой, что водитель иностранный гражданин, который приезжает на территорию Российской Федерации для того, чтобы работать в такси, и которому закон позволяет, да, допустим, опять для примера возьмем граждан Кыргызстана, они обязаны предоставить справки о несудимости с Кыргызстана, на территории Российской Федерации, зарегистрироваться в системе КИСАРТ, зарегистрироваться в мой налог, зарегистрироваться в госуслугах, подтвердить в госуслугах полный перечень своих документов, которые ему необходимо собрать. Эта процедура занимает там определенное количество времени, регистрации, ИНН, СНИЛС и так далее, и так далее. То есть это, конечно, затрудняет, намного затрудняет жизнь человека, скажем так, да, который собирается работать в такси, но при этом максимально становится безопасной, на мой взгляд, уже работа, и именно безопасность больше коснется пассажиров, потому что они понимают то, что как минимум таксопарки, как минимум компании, которые сдают машины в аренду, они уже проверяют все их документы. Самое главное, конечно, это вот судимости, отсутствие, точнее, этих судимостей, да, чтобы гражданин понимает, что водитель официально находится на территории Российской Федерации, соблюдает все законы и прошел полную процедуру оформления для того, чтобы стать самозанятым, чтобы законно платить налоги государству. Ну, другие в таксопарк, в принципе, не могут попасть, потому что это вы все проверяете, да? Конечно, человек, который приходит к нам в компанию, он проходит в первую очередь проверку на службе безопасности, да, соответственно, проверяется весь перечень его документов, госуслуги, мой налог и так далее, КИСАРТы, самозанятость, чтобы все было легально, официально и никаких проблем с законом не было. Закон с ОСГОП, который вступил в силу с 1 сентября, вы сейчас уже видите какие-то изменения? Как вообще повлиял этот закон на отрасль, на водителей в целом? Как изменилась жизнь? Скажем так, появились дополнительные затраты, потому что дополнительное страхование влечет за собой дополнительные траты. Так как лицензия данный ОСГОП оформляется той стороной, которая выдает разрешение на перевозку. Соответственно, стоимость их на данный момент до 4000 рублей, если я не ошибаюсь, примерно от 3,5 до 4000. Целесообразность данного ОСГОПа, ну, здесь спорный вариант, да. С одной стороны, уже и так официально нормальная страховка под такси, она достигает от 100 до 140 тысяч рублей на год, где страхуются также и пассажиры. Вопрос, зачем нужен был тогда ОСГОП, да? Ну, здесь очень тяжело, честно говоря, я затрудняюсь отвечать. Потому что единственное объяснение – это размер выплат. То есть, если по обычному, по такси страховке, там до 500 тысяч, я могу ошибаться, кстати, да, там цифра, может меня поправить, а по ОСГОПу еще больше стало, да, страховых выплат. А страхуют-то только пассажиров? Вот здесь опять вопрос, да, почему тогда пассажиры? Ведь водитель тоже человек. Вот зачастились, сейчас не то чтобы зачастились, а благодаря СМИ, да, вот вам и вашим коллегам, вот здесь вот отдельно спасибо за вас, потому что сейчас часто мы видим нападения на водителей пассажирами. То есть уже не тогда, когда человек просто ударил другого человека, да, там водителя, или там обозвал его там нецензурной бранью, а когда действительно нанес телесные повреждения, впоследствии чего ДТП происходит, да, там страдают другие люди, другой автотранспорт и Как так водитель далее. защищен? А водитель, получается, здесь не защищен. Если мы говорим про ОСГОП. Ведь ОСГОП, он предназначен только для пассажиров. И мы как раз таки вот в страховую компанию, где мы страхуем ОСГОП, обратились с официальным письмом, да, о том, чтобы нам разъяснили, что будет, если водитель обратится с данной страховкой за возмещением ущерба жизни, здоровью, да. Сказали то, что нет, мы страхуем только, как там сформулировано, написано, только пассажиров. 4000 рублей, это почему так дорого? Там же где-то от 1300. И видите ли вы динамику цен? Вы же заранее начали, наверное, оформлять. Да. Может быть, как месяц назад стоило, как сейчас. Вот динамику цен видите? Как... Динамика сейчас не изменилась, осталась пока той же. Особо По динамике пока ни не в аренде автомобилей, ни в цене за перевозки. Потому что полностью эти затраты взяли на себя в основном компании, которая сдает машины в аренду, так как оформляет разрешение на перевозку. Центрам, которые до сих пор просто как самозанятые. Ну, если они захотят автомобиль взять в аренду, они должны соблюсти закон и наши требования. Наши требования не могут
противоречит закону. Если у нас в законе указано, то, что они обязаны себя зарегистрировать в реестре перевозчиков, соответственно, мы их не будем указывать. Не думаете, что из-за этого может быть отток водителей, которые не хотят указывать у себя, что вот у меня лицензии, вот самозанятый? Ну, Будет наша меньше? компания всегда привыкла готовиться заранее ко всем законам, ровно так же, как и к КИСАРТу, да, то есть помните, когда КИСАРТ вводился, кто-то говорил, что будет бунты, кто-то собирался там митинги устраивать и так далее. Мы понимаем то, что работаем мы на территории Российской Федерации, соответственно, мы живем в правовом государстве, нам необходимо соблюсти все правила, нормы, которые здесь принимаются. Заблаговременно со всеми своими водителями были проведены разъяснительные беседы, в которых мы правильно объяснили, растолковали закон и необходимость регистрации водителя в системе КИСАРТа, так как это безопасность в первую очередь для не только водителя, да, но и, соответственно, для тех, которые ездят и пользуются такси. Водителям 90% было адекватно все воспринято. Мы заранее прошли все процедуры и зарегистрировались в госуслугах, и загрузили все документы, необходимые требованиям закона. И когда Яндекс отключил заказы тем, кто не имел КИСАРТ, наши водители хорошо работали еще с большим усердием и с прибылью, скажем так. Ровно так же, как и здесь сейчас. В прошлом году, в сентябре, у нас на YouTube-канале, да, был репортаж, о котором я говорил, о том, что нам необходимо самозанятые уже зарегистрироваться, то, что нужно встречать, зарегистрироваться в мой налог, там, соответственно, перечень документов дополнительно собрать. И наши водители что и сделали, которые с нами постоянно работают, они заранее, заблаговременно все документы подготовили. То есть, еще раз, правильно я понимаю, просто мы до этого с вами разговаривали, я думала, что он может быть просто самозанятый и устроиться к вам, и вы уже, у вас есть лицензии и все остальное. То есть теперь каждый водитель, который работает у вас в таксопарке, все равно должен быть лицензированным перевозчиком. Да. Все верно. Подскажите, пожалуйста, вот как раз с водителем разговаривали, да, неделю назад, и он говорил о том, что переходя из одной компании, да, в другую, он неделю не работает. Почему это происходит так? Вот как раз к вопросу о трудовых мигрантах, да? Здесь, наверное, больше положительного, чем отрицательного в сторону стабильности. То есть у нас часто бывает, что водители приходят, день-два откатали, да, где-то ударили машину или где-то там не захотели работать, и отток водителей, вот, смена водителей происходила постоянно. Данная норма закона нам позволила более стабилизировать, скажем так, арендную часть автомобилей. Теперь водители перед тем, как уходить там, в другую компанию, да, там, или менять автомобиль, заранее должны понимать то, что они должны открепиться от одного автомобиля, получить разрешение на перевозку к другому автомобилю. Вся эта процедура занимает 3, 5, 7 дней. Соответственно, в эти дни этот человек не может работать в такси. Вот. Поэтому здесь, наверное, больше положительного, чем отрицательного. Для тех компаний, которые работают официально, соблюдать все законы, больше плюсов, чем минусов вот в этом моменте. Потому что стабилизировалась арендная часть автомобилей. Меньше водителей меняются, более стабильно становится работа. Приходят уже действительно осознанные водители, которые понимают специфику работы. И вот нам, допустим, в компании Ханавто, наоборот, все плюс в этом. Я так понимаю, что Азгоп дает ту же самую дисциплину, ведь там полис не как ОСАГО, может прям на любое транспортное средство достаточно прикрепить его к водителю, а с Азгопом там другая, да, история, что нужно менять. Более да? сложнее, труднее и не совсем еще понятно. Да, мы сейчас начали все автомобили, все страховать, да, но пока что это же вот только-только началось, закон только вступил в силу. И на те машины, которые у нас уже были, у нас есть время до 1 октября еще достраховать их. Вот. И говорить однозначно о какой-то динамике в положительную, в отрицательную очень тяжело и не будет неправильно. Мы должны посмотреть хотя бы месяц, и как это будет, как это отразится на водителях, как это отразится на компании, какие убытки понесет компания и так далее. Будете повышать аренду и прочее. Сейчас дополнительные расходы. Очень тяжело будет повышать аренду, потому что ведь все вот эта вот сложность, процедура оформления водителя именно в такси, она уже сделала отток водителей, которые вот уже не хотят работать. Ну, ведь данные законы привели к тому, что 30%, а то и 40% водителей, которые имели ранее судимости, которые были заложниками, там, алименщиками, да, которые были заложниками, кредиторами, скажем так, вся негативная часть водителей, она и так
отошла. И в основной массе остались, скажем так, действительно адекватные, нормальные люди, которые понимают специфику реальной работы, которые там понимают, сколько здесь можно заработать, да, чтобы там работать действительно с графиком, не перерабатывают и не стремятся там получить какую-то историю, да, себе негативную, вот, которые обращаются с водителями, точнее, с пассажирами, со своими клиентами, как с клиентами, потому что система баллов вот этого тоже Яндекс, она тоже поправила, да, немножко в положительную сторону. Никто уже не стремится к... Ну, то есть отток был, новой волны. Да, новой волны, к сожалению, нету, но если новой волны нету, то как вы будете повышать цены, если и так у вас нет водителей? Поэтому каждая компания, себя уважающая и работающая законно, старается сейчас всеми способами удержать своих водителей, потому что, видите, все не так легко, как кажется на самом деле. У меня вопрос только один. А что же будет защищать водителей самого? Почему? Как так получилось, то, что приняв столько страховок, столько поправок в законе страхования, забыли про водителей? Ведь водитель же тоже человек. Что будет с его семьей? Что будет с его лечением? Да, в чем вы видите недостаток этих страховок? Недостаток Асгопа в том, что в данном пункте о страховании нужно было внести не только пассажиров, но и самого водителя. Таким образом, мы бы смогли защитить хоть как-то еще и самого водителя. ОСАГО? ОСАГО не защищает водителя, защищает противоположную сторону, которая участвует в ДТП, его водителя и его автомобиль. А если он виноват в ДТП, что с ним происходит? Ведь он тоже получает, мало того, что разбитую машину, которую ему надо самому восстанавливать, так еще и, не дай бог, если вред жизни и здоровья он получает. То есть никаких Никак не инструментов защищает. нет, И это самый большой минус Асгопа, на мой взгляд, на сегодняшний день. И вместо того, чтобы обсуждать, будут повышения цены или не будет, лучше бы обсудили и поняли бы, как защитить все-таки водителя, и то, чтобы приняли поправки к закону, которые будут защищать не только пассажира в этом же Асгопе, но и самого водителя. Таким образом, мы как-то защитили и помогли бы водителям также. Все, супер. Assalomu alaykum, Kurantov, Rossiyskiy YouTube kanali ko'ruvchilari. Hozirgi videoda ko'rganingizdek, Rossiya telekanal 24 intervyulardan kelib ketishdi. Уже murdag'day короткий emas, полноценный интервью olib ketishdi. O'sha intervyuda o'sha Asgopning temasidan bo'lib o'tadi, vопрослар задавать etishdi. Но men sizlardan so'raman, o'sha videoni maksimal repost qilib, рассылка qilib, барлық водительдерге, группаларга jo'natib qo'yingizlar. Потому что мен hozir интервью беріп отқанда ведущийден сұрандым, чтобы Асгопты не только пассажирларды емес, водительдерді ойлап, ошол Асгопқа қосып қойсын деп. Потому что барыңыздар білесіздер, страховка водительский ОСАГО страхование қылып отады, урған машинаны и урған машинадағы пассажирларды Асгоп пассажирларды страхование қылып отады, а водительді ешкім ойлап жатады бүгінгі күнде. Ошол видеоны максимально репост қылып, распространять етіп беришке сіздерден сұранып отырмыз. Группаларға рассылка қылып қойыңыздар. Мен телеканалда, азыр Россия 24-де именно ушул вопросты задавать етіп сұрандым, то что вот закон только азыр приниматься етті, еще поправкалар болот да. Ошол поправкаларга мамлекеттин правительствога жеткиргиле то, что ошол Асгопту водительден кошуп койсун деп. Потому что ДТП'де не только пассажир страдать етті, бияқта и водитель дагы страдать етті. Ошого азыркы күндө эч ким водительдерди ойлобой жатат. Жөн ОСАГОдагы водитель страховать этпей жатат, Асгоптагы водитель ойлобой жатат. Эмне адам эмеспи водитель, туурабы? Биринчи очередь водительди ham ойлошубуз керек, потому что именно водитель машинанын в основном за рулем болуп табылып, основной ударды в основном 90% ДТП'лерде водитель принимать етет. И водитель дагы пассажир да эле адам. Ошого водительди ham ошол Асгопко кошуп, биздин оюбузча страхование кылыш керек. Ошондо водительдерибиз хоть какой-то страховкасы болуп, возможности болот. Эгерде колу путу сынып же ДТП'де страдать этсе, ошол страховка төлөй берет акчасын деп. Эми андайдан баарыбыз эле Кудай сактасын дейбиз. Но в любом случае бүгүнкү күндө баары Асгоп дешип, эч ким водительди ойлобой жатат. Ошого биз сиздерден суранып атабыз, ушул видеону максимально репост кылып, башка группаларга да жөнөтүңүздөр.
правительство бастаган ушул видеолорду көрүп вывод кылышсын, то что именно аз көппө хотя бы водитель дагы кошуп коюшсун. Раз уж все равно ушул страховканы төлөп, законно иштейбиз деп кылып атканыбыздан кийин, менин оюмча водительдерди ham ойлошубуз керек. Телеканалдарга, радиодон мага чалып, новостной эфирлерде, бар жерде ушул теманы айтышка аракет кылып атам. Но эгерде сиздер бизди колдобой эле видеону группаларга рассылка кылбасаңыз, ушул боюнча эле калып калат. Билесиздер, азыр бул тема резонансный болуп, ушундай мамлекетке жетсе, то что водительдерди эч ким ойлобогон. Соответственно, водительдерди менин оюмча тиги аз көптү страховкасына кошуп, полный страхование кылат. Ошондой машинада канча адам отурса, баары застрахованы болот. Биздин оюбузча, эгерде аз көп ушундай болуп действовать этсе, эң туура болот. Баарыңыздарга чоң рахмат. Бизди көрүп колдогонуңуздарга салам алейкум.